Новости 24. Новый гимн, торжественное построение и речевки. Именно так встречали почетных гостей в летнем оздоровительном лагере Эрзи. В Джерахском районе сегодня сотни отдыхающих стали свидетелями церемонии открытия нового корпуса на 450 мест. И очень символично, что завершение строительства совпало с праздником защиты детей. Несколько больших площадок, бассейн, игровые залы – все созданные условия для отдыха, осмотрел лично глава Ингушетии. У этих ребят сегодня тройной праздник – День защиты детей, открытие летнего оздоровительного сезона и вместе с ним нового корпуса лагеря. Сегодня Эрзи в новом облике официально принимает около 500 детей из всех интернатов республики, а также гостей из города Иваново. Торжественному и в то же время историческому для лагеря событию воспитанники Эрзи посвятили и новый девиз лагеря. Благородным будь всегда! Раз, два, три! Глава республики лично поздравил детей с этим праздником. Минузбек Евкуров отметил, что в лагере должны встречаться дети разных национальностей. Впрочем, первые шаги к этому уже сделаны. В Эрзи каждое лето приезжают дети не только из Иваново, но и многих северокавказских регионов. Необходимо детям прививать любовь к нашей природе, к нашим традициям, обычаям. Это как раз то место, где это нужно делать. Для этого надо приглашать сюда и водить детей с экскурсоводом на башенные комплексы, рассказывать обычаи, традиции, стариков местных приглашать, которые расскажут детишкам сказки, как жили, как работали, как трудились, в том числе. Что надо делать, чтобы дети не просто здесь научились кричалкам хорошим, надо признать, очень так хорошо кричали, тоже молодцы, но должны все взять. За это время, которое вы здесь будете. Дети из Иваново отдыхают в горах Ингушетии каждое лето, уже в течение 8 лет. Но на этот раз к отдыху они подготовились основательно. Каждый ребенок привез с собой в Ингушетии по одному концертному номеру. А выступление этих ребят показало, что зажигательную лезгинку умеют танцевать не только кавказцы. Эти юные ивановцы приезжают в Эрзи уже не впервые. Из горной здравницы дети везут с собой домой не только хорошие воспоминания и положительные эмоции, но и запасаются новыми знакомствами и друзьями. А горная природа, башни и чистый воздух не может оставить равнодушным никого из них. Я был в Анапе, но мне там не понравилось. После Анапы мы поехали в Ингушетию, и мне тут очень сильно понравилось. Стало больше народу, больше детей, больше друзей стало появляться. Мне тут очень нравится. Корпус очень красивый, большой. После торжественной части мероприятия глава республики проверил, в каких условиях ребята будут проводить оздоровление. Где новая постель? Холодно здесь. В новом корпусе предусмотрено 450 мест. Кроме того, для детей построили 4 больших летних площадок. Бассейн, игровые залы, зал для интеллектуальных игр и многое другое. А в скором будущем на соседних площадках планируется возвести еще несколько новых зданий. Здесь уже более 400 детей с разных регионов России. И я думаю, до конца 2018 года, вот где мы сейчас стоим, находимся, здесь будет второй этап. Добротная столовая, еще один корпус. Где-то здесь лагерь будет на 1000 детей. Это мощный большой лагерь будет с бассейном, со своим комплексом, со всеми делами. Ну а прежний корпус лагеря будут реконструировать, а игровую площадку сделают намного больше, чтобы в следующем году лагерь смог принять больше детей. 28-го еще доедут ивановские дети. Вы знаете, что у нас отдыхали дети с Кабардино-Балкарии, с Карачаева-Черкесии, с Дагестана. Все, везде, во всех корпусах будут дети. За этот летний сезон в лагере планируется еще 5 заездов. В Эрзи ребята проведут 2 незабываемых недели, поближе познакомятся с древней культурой Ингушетии и заведут новые знакомства. Салим Хамхоев, Илес Дасхоев, Новости 24.